Добрый день, дорогие друзья! Мы продолжаем наши онлайн-трансляции благодаря агентству БНК, за что мы им безмерно благодарны. Так складываются обстоятельства, что очные встречи пока невозможны, но интернет позволяет нам играть удаленно. Сегодня мы проведем 6-й тур чемпионата Республики Коми по «Что, где, когда». Предварительно подали заявку и зарегистрировались 6 команд, извините, 20 команд, не знаю, почему я сказал 6. 20 команд со всей республики. У нас играют Сыктывкар, Русинск, Ухтинские команды, Воркутинские, одна команда, Вуктыльские команды, одна Печорская, Микуньская. То есть в целом все площадки, которые начинали играть, продолжают это делать. К сожалению, не все команды, возможно, в состоянии играть онлайн или еще по каким-то причинам не могут принять участие в нашей игре, но в целом мы желаем всем удачи, и главное, чтобы у всех связь выдержала. Случаи бывали разные. Перед тем, как мы начнем наш тур, я напомню основные моменты. Мы играем 3 тура по 12 вопросов. После каждого тура у нас будет перерыв на 7-8 минут. На обсуждение, естественно, 1 минута, после чего я начинаю обратный отсчет. Мы собираем ответы через Google формы, все ссылки опубликованы в группе Лиги ВКонтакте. И параллельно мы во время следующего вопроса будем проверять ваши предыдущие ответы. Есть форма апелляции, туда можно писать все ваши претензии и несогласия. Мы будем их просматривать в течение игры. Если игровое жюри будет согласно засчитать ваш ответ, то вы сразу же получите балл. Если такого не получится, то ваша апелляция пойдет в апелляционное жюри. В целом нет никакого смысла паниковать. Скорее всего, вы получите свой честный балл, если вы все написали правильно, просто не попали в форму вопроса уже без всякого апелляционного жюри. Следующий тур, сразу скажу эту информацию, следующий тур у нас также пройдет на площадке БНК. Он запланирован на 21 ноября. Если что-то пойдет не так, то в анонсах мы укажем какие-либо другие даты. Пока ориентируемся на 21 ноября. Это будет последний, 7-й отборочный тур чемпионата Республики Коми 2020 года. С большим ожиданием и нетерпением мы ждем возможности очной встречи с вами на финале. В любом случае финал пройдет в очной форме, никаких онлайн-игр не подразумевается. Но если не получится провести в декабре 2020 года, что поделать, начнем следующий сезон, а финал 2020 будет в уме, проведем, когда сможем. Итак, я надеюсь, все команды собрались у своих дискордов и зумов. Мы начинаем первый тур, первый вопрос. Такие дефекты называют эффектом 1 и 2. Моду на использование 1 и 2 ввел Людовик XIV. Назовите 1 и 2. Время. Время вышло. Мы ждем ваши ответы, которые можно сдавать и раньше. Вы видите, что на экране у нас есть секундомер. Это сильно улучшает вашу игру. Итак, 5, 4, 3, 2, 1.
Время вышло, ответы мы больше не принимаем. Правильный ответ на негатив. Второй вопрос первого тура. Равна сотне их. Время. Время вышло. Мы собираем ваши ответы. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Итак, правильный ответ на второй вопрос. Сотня их. В Швейцарии, как известно, 4 официальных языка: немецкий, итальянский, французский и ретро-романский. И на каждом из них 1/100 франка называется по-своему. Швейцарские копейки. В целом, сантим, centesimo сантим, раб и рапин довольно похожие названия. Третий вопрос первого тура. Герой романа Алексея Сальникова, взглянув на некий прибор, невесело замечает, что в такой ситуации нужно звонить не в третью, а первым. Мы не спрашиваем, какие слова мы заменили на первых и третью. Назовите этот прибор. Время. Время вышло. Мы принимаем ваши ответы. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Форма закрыта. Правильный ответ на третий вопрос. На третья это служба 03 скорая помощь, а первые это служба 01, соответственно, пожарная служба. Такая высокая была температура у больного. Четвертый вопрос первого тура. Это пицца в виде рулета.
Перед запеканием в тесте делаются надрезы, через которые по стенкам пиццы вытекает горячая начинка. Пицца получила название в честь острова Стромболи, главной достопримечательностью которого является что? Время. Время вышло. Мы принимаем ваши ответы. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Форма закрыта, все ответы должны были быть отправлены. Правильный ответ на 4-й вопрос. Это вулкан. Если представить эту пиццу в виде рулета, можно ее представить в виде конуса вулкана. И, соответственно, сыр вытекает по стенкам пиццы примерно как лава, горячая начинка. На острове Стромболи его символом является действительно вулкан. 5-й вопрос первого тура. В США ими запрещено владеть всем, кроме представителей индейских племен. Их можно видеть и на гербе России. Назовите их 2 словами, начинающимися на соседней буквы алфавита. Время. Время вышло. Мы принимаем ваши ответы. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Итак, давайте узнаем правильный ответ на этот вопрос. Это орлиные перья, зачет перья орлана. И на гербе России есть орел, и в США тоже, в общем-то, орлан – это их национальный символ. В целом, это их, ну, если и не священная, то, по крайней мере, национальная птичка. Следующий, 6-й вопрос первого тура. Изначально балет танцевали только мужчины. Разные позиции ног, позволяющие быстро передвигаться в любом направлении, появились там из него. Назовите его одним словом. Время.
Итак, время на этот вопрос вышло. У вас есть время, чтобы отправить бланки ответов, Google формы с ответами. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Итак, формы сданы, мы их получили, я предполагаю. И давайте узнаем правильный ответ на шестой вопрос. Это фехтование. Стойки фехтования – это тоже полезная вещь, как и в балете. Если вы представляете балетные стойки, то в целом они иногда напоминают стойки ног фехтовальщиков. Перед тем, как прозвучит седьмой вопрос, замечу, что в таком формате игры мы проверяем ваши ответы вручную. И, естественно, мы это делаем чуть медленнее, чем машина, поэтому никаких проблем не должно возникнуть. На перерыве мы как раз все формы досмотрим, просмотрим, проверим, так что если вы предполагаете, что какие-то ваши ответы не учтены, возможно, вы просто слишком быстро поторопились и хотите сразу же узнать результат. В целом все будет на месте. Итак, следующий вопрос. Вопрос номер 7. Супергерой «Зеленая стрела» – один из немногих героев DC, кто не обладает особыми сверхспособностями, а борется с врагом собственными силами и умениями. Если верить комиксам, «Зеленая стрела» брал уроки у Говарда Хилла, дублера, который выполнял все сложные трюки в фильмах про кого? Время. Итак, время вышло. Мы принимаем ваши формы. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Формы приняты. И правильный ответ на седьмой вопрос. Это Робин Гуд. «Зеленая стрела», как несложно догадаться, лучник и, соответственно, брал уроки у дублера, который выполнял сложные трюки в фильмах про Робина Гуда. Тем более, что и цвет совпадает. И там зеленый, и там зеленый. Робин Гуд был облачен в зеленую одежду. Восьмой вопрос. Объясняя, почему одним из символов искусства Бэнкси являются крысы, специалисты упоминают слово с удвоенной согласной. Напишите это слово. Время.
Время на 8-й вопрос закончилось. Мы принимаем ваши ответы. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Форма закрыта, ответы приняты. И давайте узнаем правильный ответ на вопрос номер 8. Это слово анаграмма. Английские слова искусство и крыса, art и red, являются в некотором смысле анаграммой друг друга. И искусство и крыса, эти слова в вопросе мы вставили. Следующий вопрос, вопрос номер 9. Эразм Роттердамский восхищается ими, считая, что они создали идеальную республику, и ни один зодчий не может с ними сравниться. Каким коротким словом называется их семья? Время. Время закончилось. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Итак, давайте узнаем правильный ответ на этот вопрос. Это рой, а они – это пчелы. Они создают идеальную республику, создают идеальный дом, по мнению Эразма Роттердамского, пчелиные соты. У них очень хорошо распределены обязанности, и в целом они все живут одной семьей, которая называется коротким словом рой. Пчелиный рой. Следующий вопрос с первого тура – это вопрос номер 10. Школьница Наташа Донцова, изучая альфу, затрагивала в своем исследовании принцип катапульты и магнитные поля. Представители одной религии, чтобы заработать хорошую карму, практикуют обход альфы. Назовите альфу. Время. Итак, время вышло. Мы принимаем ваши ответы. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ответы сданы. Правильный ответ на вопрос номер 10 – это ступа.
школьница Наташа Донцова изучала ступу Бабы Яги и ее подъемные качества. Для этого она в том числе исследовала магнитные поля, предполагала, что это катапульта и так дальше. В буддизме ступа – это вид культового сооружения. И буддисты, так сказать, в религиозных целях практикуют обход ступы, примерно как христиане с крестным ходом вокруг храма. Следующий вопрос, вопрос номер 11. Ханские баскаки во время монгольского нашествия активно грабили хозяйство южных славян. Это основная причина появления стереотипа о любви южных славян к иксу. Какое четырехбуквенное слово мы заменили на икс? Время. Время на вопрос вышло. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. А вот и бланки сданы. Итак, правильный ответ на вопрос номер 11 звучит так. Это сало. Стереотип о том, что украинцы больше других народов едят сало и свинину, конечно, ничем не подтвержден. Потому что стереотип. А то, что ханские баскаки, будучи мусульманами, забирали меньше свиней, чем коров, также, в общем, по большому счету, ничем и не подтверждается. Потому что, опять же, стереотип. 12-й вопрос. Последний вопрос первого тура. Рассуждая об экономическом противостоянии Китая и США, Акио Кавато говорит, что японские предприятия в любом случае могут пострадать. Какие два предмета он при этом упоминает? Время. Итак, последние ответы на последний вопрос первого тура. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Время вышло. Давайте узнаем ответы на этот 12-й вопрос. Это молот и наковальня. Акио Кавато предполагал, что Япония в этой войне Китая и США окажется между молотом и наковальней и в любом случае пострадает.
На этом первый тур завершен. Объявляется перерыв на 10 минут, после которого мы и начнем второй тур.
с толком и с расстановкой. Вы, возможно, отдохнули и попили чай, а мы проверяли ваши бланки. Это я и Таня. Мы тут на двоих все ваши ответы проверяем и делаем вид, что мы машина. Что у нас на текущий момент времени с результатами? У нас есть два лидера. Это команды Ухтанет и Маразм. У них по 10 баллов. У нас есть команды с 8 баллами. Это Олимп, это Тигры Разума и, возможно, кто-то еще, кого я не заметил. А нет, всех заметил. Ну и дальше идет борьба. В целом такая вот расстановка. Шансы на призовую тройку никто не потерял. Итак, начинаем второй тур. 13-й вопрос. Среди людей, посещавших ее, чаще обычного случались обмороки. Потому что, когда голова человека запрокинута, это мешает крови идти по позвоночным артериям к мозгу. Назовите ее двумя словами. Время. Итак, время вышло. Давайте соберем формы. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Формы сданы. Мы их проверим, а потом еще и перепроверим. Мы получили тут несколько сообщений от команд о том, что правильные ответы мы просто проморгали и не зачли. В целом команды получают свои законные баллы, тут вопросов нет. Формы на 13-й вопрос мы получили. Итак, давайте узнаем правильный ответ на этот вопрос. Это Сикстинская капелла. Часто отмечается среди тех, кто силится рассмотреть знаменитые фрески. Эти самые обмороки. То ли от красоты, то ли от того, что кровь не приливает к артериям. 14-й вопрос. Роспись потолка Сикстинской капеллы считается одним из величайших произведений Микеланджело Буонаротти. Этот факт упоминается в статье, где говорится, что и великие вещи можно делать так. Как именно? Время. Итак, время вышло.
Давайте сдаем, мы получим формы, вы их сдавайте. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Формы сданы. Уважаемые команды, мы живем с небольшим допуском YouTube и задержкой YouTube, и отлично понимаем, что мы не в силах с этим сладить, так что мы все равно закрываем формы чуть позже. Таня закрывает форму чуть позже того, как я говорю, время закончилось, но и, как мы видим, все равно каким-то командам это не хватает. В общем, время сдается. Точнее так скажу, что формы сдаются, но уже они не принимаются. Уважаемые команды, в целом мы затягивать этот момент не можем, но и в целом я очень активно вас прошу сдавать формы не на единичку обратного отсчета, а все-таки немножко пораньше. У вас целая минута на обсуждение, еще и потом время идет на сдачу ответа. Правильный ответ на этот 14 вопрос мы сейчас увидим на экранах. Лежа. Зачет по смыслу. Лежа, не вставая, там, то есть как хотите, там, да. Не надо никуда двигаться, и, в общем, великие вещи можно так делать. На самом деле это неправда. Это такая фейковая, довольно распространенная новость. Микеланджело работал на специальных лесах, от чего сильно покорежился. То есть он не расписывал капеллу лежа. Это, в общем, относительно выдуманная информация. Следующий вопрос, вопрос номер 16. 15, извините. Китайское выражение «сварить пельмени в нем» обозначает ситуацию, когда человек понимает, о чем идет речь, но не может это выразить, возможно, из-за недостатка опыта. Назовите его одним словом. Время. Итак, время вышло. Мы ждем ваши формы. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Итак, я надеюсь, все формы вы сдали. Правильный ответ на 15 вопрос. Мы его называем чайником. Чайник – это неопытный человек, который не разбирается в каких-то вещах. А сварить пельмени в чайнике, ну, это довольно странная история. Чайник, в общем, не для этого предназначен. Хотя студенты со мной не согласятся. Более того, я сам варил пельмени в чайнике, поэтому я знаком с этим народным обычаем. Ничего страшного в этом нет, на самом деле. Главное его потом хорошо помыть, а то потом чай невкусный получается, зато наваристый. 16 вопрос. Для создания своего творения американец Джим Рейндерс использовал 39 винтажных автомобилей и серый спрей. Назовите одним словом то, что получилось у него в итоге. Время.
Итак, время вышло. Давайте продолжать мучить Google формы дальше. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Все. Мы еще специально продлили такую логическую паузу для все-таки задачи и ответов. На этом мы, конечно, закрываем формы. Я еще сделаю небольшую паузу, чтобы не было претензий, что я называю ответ раньше, чем мы получили все ответы. Итак, правильный ответ на вопрос номер 16 – это Стоунхендж. Он взял 39 автомобилей, выставил их в виде мегалитов Стоунхенджа, покрасил их в серый цвет, так сказать, камня под камень, и получился такой небольшой арт-объект. Ну, в целом, машинки, они не маленькие, да, и, в общем, мегалиты тоже не являются маленькими. Вот, это вопрос такой образный, на образное мышление получился. Следующий вопрос, вопрос номер 17. В сатирическом стихотворении 1937 года агрессивная Япония была сравнена с акулой. С кем автор стихотворения сравнил ее соседа? Время. Итак, время вышло. Сдаем ответы. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Итак, бланки приняты, мы закрываем прием. И узнаем ответ на этот 17-й вопрос. Это кит. В 1937 году агрессивная Япония активно завоевывала Китай, Маньчжурию, Северный Китай и немножко смотрела в сторону Кореи. Так что эта злодейка-акула дерзнула напасть на соседа кита. «Сожру половину Китая и буду, наверное, сытая», говорила эта злодейка-акула. Ну а автор обыгрывает созвучие Китая и Китая как страны. Такая вот небольшая лингвистическая шутка получилась. 18-й вопрос. Нам кажется, что на этот вопрос ответит даже школьник. В инструкции комплекта для домашнего шугаринга Les Apple говорится: использование не требует специальных навыков. Пропуск и делайте салонную процедуру быстро и комфортно у себя дома. Заполните пропуск 2 или 3 словами. Время.
Время вышло. Давайте мы получим ваши бланки. Очень хотелось бы. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Бланки сданы. Там пока не прозвучал ответ на этот вопрос, прокомментирую. Ответ Кархендж в вопросе про Стоунхендж, естественно, считается правильным, потому что действительно эта инсталляция имеет и такое название. Так что не переживайте, все свои баллы вы получите, нам никому ничего не жалко. Правильный ответ на 18-й вопрос звучит следующим образом. Просто прочтите инструкцию. Зачет – прочтите инструкцию. Возможно, это звучит как издевательство, но в целом использование не требует специальных навыков. Просто прочтите инструкцию и делайте салонную процедуру быстро и комфортно у себя дома. Конец инструкции звучит, во-первых, немножечко странно, а во-вторых, это вопрос на школу. То есть ответ на вопрос уже есть в самом вопросе. Отсюда и ремарка про школьника. 19-й вопрос второго тура. Поэт, художник и диссидент Вагрич Бахчанян в 1985 году опубликовал книгу «Марш энтузиастов». Какие буквы мы пропустили в вопросе? Время. Девятнадцатый вопрос. Время на него закончилось. Мы принимаем ваши ответы. Потрясающие. Все правильные и невероятные. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Так или иначе, но бланки, сколько бы их ни было, мы получили. Если у вас нет ответа, так и пишите «нет ответа» и передавайте нам приветы, нам будет приятно. Правильный ответ на 19-й вопрос – это буквы «Д». «Демарш энтузиастов» называется книга Вагрича Бахчаняна. Он был диссидентом, он уехал из страны довольно давно и написал эту книгу, уже будучи в эмиграции в Америке. Так что бравурная советская фраза про марш энтузиастов, была такая песня, стала демаршем энтузиастов, что, в принципе, в контексте диссидентства вполне звучит неплохо. Вагрич Бахчанян – известный советский острослов, и мало кто знает, ну или не мало кто знает, кто ж его знает, именно он является автором чудесной фразы «Мы рождены, чтобы Кафку сделать былью». Эта фраза стала уже народной, как мне кажется. Следующий вопрос, вопрос номер 20. Для того, чтобы передать могущество стихии в своих картинах, Айвазовский иногда использовал специальный прием, перемещая его в другое место. Назовите его одним словом. Время.
Время вышло, мы принимаем ваши ответы. Кстати, мы получили 2 апелляции, но они довольно странные, потому что они звучат так: мы ответили Рой, примите наш ответ. Ну, апелляция как бы выглядит немножко по-другому, ребят. Итак, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Время вышло. Форма закрывается. Следующая станция — правильный ответ. Правильный ответ на 20-й вопрос — это горизонт. Если его помещать низко, то складывается впечатление, что вы находитесь ну, ниже как бы уровня зрения, то вы можете так сказать, ощутить эффект того, что вы находитесь над действием. Это довольно интересное получается наблюдение. Да? Ну и хорошо известна, например, такая история про Тулус-Латрека. Он был низким художником, низким человеком. У него линия горизонта была задрана кверху. Он писал людей с не очень пропорционально сложенными телами. Ну, просто потому, что он на них смотрел всегда снизу. Вот. Если вы в следующий раз пойдете когда-нибудь в музей, когда туда можно будет пойти, обратите внимание на линию горизонта на картинах. В целом она довольно часто выстраивается по уровню глаз зрителя. Это важное условие, так сказать, развешивания картин. Итак, следующий вопрос, вопрос номер 21. В одном музыкальном произведении XIX века говорилось, что границами страны являются 2 моря и Альпы. Назовите это произведение 2 словами на одну букву. Время. В целом разберемся. Итак, время вышло. Мы принимаем ваши ответы. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Время закончено. Форма закрыта. Правильный ответ на 21 вопрос. Это гимн Гарибальди или гарибальдийский гимн. Очевидно, что речь идет об Италии. 2 моря и Альпы омывают только Апеннинский полуостров. Точнее, моря омывают Апеннинский полуостров, а Альпы, так сказать, с севера закрывают Апеннинский полуостров от европейской части Евразии. И в XIX веке происходит объединение Италии, что было тесно связано с гарибальдийцами, и их гимн некоторое время даже считался национальным гимном, например, Пьемонта. Ну и потом гимном стала совсем другая музыка, но в целом правильный ответ именно такой. Гимн Гарибальди или гарибальдийский гимн. Следующий вопрос, вопрос номер 22. Первым им в середине XIX века стал Василий Завойко. Виктора Цоя тоже иногда называли им, по аналогии с советской комедией 1967 года. Назовите его 2 словами. Время.
Итак, мы закончили время, отчет времени на этот вопрос и принимаем ваши бланки. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Все. Бланки сданы. Правильный ответ на 22 вопрос. Начальник Камчатки. Камчатка – это место работы Виктора Цоя. Начальник Чукотки – советский фильм 1967 года. Собственно, так его примерно и называли друзья начальником Камчатки, по аналогии с этим фильмом. Кстати, начальник Камчатки – это еще и третий альбом группы «Кино». А Василий Завойко стал первым начальником Камчатки, точнее губернатором Камчатки, что в принципе одно и то же, в середине 19 века. Следующий, 23 вопрос. Антон Думчев замечает, что Мерлин Монро любила свободу. Ответьте двумя словами, что таким образом Антон предлагает запомнить. Время. Время вышло. Мы ответы ваши собираем. Из последних сил уже. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Итак, время вышло на сдачу ответов. Надеюсь, что все успели. Я специально делаю вид, что я тяну время. Форма закрыта. Правильный ответ на 23 вопрос звучит так. Он так предлагал запомнить столицу Либерии, потому что это Монровия. А Антон Думчев – это один из людей, который предлагает мнемонические правила для запоминания разных вещей. Кажется, что запомнить историю про то, что столица Либерии Монровия, гораздо проще, как мне кажется, чем то, что Монро любила свободу, то есть Либерти. Ну, типа Либерия, Монровия. Вот. Но в целом такая вот у него была мысль. А кажется, что нужно всего лишь навсего учить номенклатуру на географии в 10 классе, и все у вас будет хорошо. Это вам пригодится на что где когда, квизах и в жизни. Следующий вопрос, вопрос номер 24, последний вопрос второго тура, после чего мы будем весь перерыв проверять ваши бланки. Для съемок фильмов о Гарри Поттере было подготовлено 7 костюмов Волан-де-Морта, которые отличались оттенками. Назовите двумя словами события фильма, после которого герой менял костюм на менее яркий. Время. А ты трансляцию слушаешь?
проблема. Я ж тебе говорил. Итак, мы принимаем ваши ответы. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Время вышло. Мы приняли ваши бланки. И сейчас огласим правильный ответ. Правильный ответ на вопрос номер 24 – уничтожение крестража. Таким образом, костюм Волан-де-Морта становился все менее и менее ярким, что символизировало смерть данного, ну, неминуемую, скажем так, смерть данного персонажа. Итак, второй тур подошел к концу. Перед тем, как мы уйдем на перерыв, у меня небольшое объявление типа анонс. Завтра, в понедельник, Лига интеллектуальных игр совместно с Домом дружбы народов проведет игру Юрвим-Тыш, посвященную истории Коми, и не только. Мы предлагаем всем принять участие в этой игре. Она бесплатная, все ссылки в нашей группе. Итак, перерыв 10 минут.
И всем снова доброго вечера. У нас впереди остались последние 12 вопросов. Какая-то картинка начинает вырисовываться. Мы на это надеемся. До зачеты и добивки и прочие разные вещи, пожалуйста, просматривайте и скидывайте. Мы прямо сейчас в режиме онлайна это проверить, наверное, не успеваем, а после игры мы все просмотрим. Честное, пионерское. Итак, 25-й вопрос.
третьего тура. Поехали. Одно из значений мема – это образ идеи, не отражающий ее сущность. В целом мем можно назвать симуляцией идеи. Какое слово мы изменили в вопросе? Время. Итак, время вышло. Мы принимаем ваши бланки. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Итак, бланки сданы. Мы их получили. Форма закрыта. Правильный ответ на вопрос номер 25. Это слово симулякр. Симулякр идеи. Тот самый образ идеи, который не отражает ее сущность. Мы познакомились с новым словом. Вопрос номер 26. Рассуждая про то, что для большинства людей война в Персидском заливе – это всего лишь картинка по телевизору, а ее на самом деле не было, Жан Бодрияр называет ее симулякром. Назовите 4 словами известный симулякр 1969 года. Время. Итак, время вышло. Мы принимаем ответы на 26-й вопрос. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ответы приняты, форма закрыта. Правильный ответ на 26-й вопрос. Известный симулякр 1969 года – это высадка американцев на Луну, которые некоторые люди считают отсутствующим фактом, то есть, скажем так, идеи, которой не было. Но мы понимаем, что это не так. Американцы там были. Любой другой ответ с таким же смыслом из 4 слов, естественно, принимается как правильный. Следующий вопрос, вопрос номер 27. Согласно теории лунного заговора, высадка американцев на Луну была снята в кинопавильоне. Назовите человека, который, согласно этой теории,
снял этот фильм? Время. Итак, время вышло. Сдаем формы. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Время на сдачу форм тоже вышло. Формы закрыты. Правильный ответ на этот вопрос. Стэнли Кубрик его звали. Вот в 1968 году режиссер снял «Космическую Одиссею» 2001 и, так сказать, продолжил творчество. Некоторые считают, что именно он снял кинодокументалку «Высадка американцев на Луну». Продолжаем. Следующий вопрос, вопрос номер 28. Этот вопрос продолжает тему заговоров. В 2019 году разработчики симулятора смертельных болезней Plague Inc. заявили, что для повышения реалистичности добавят в игру диссидентов. Какие два слова, начинающиеся на одну букву, мы заменили в вопросе? Время. Итак, время закончилось. Мы принимаем ваши ответы. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Собственно, на этом сдача форм заканчивается, и мы закрываем ее и переходим к ответу на 28 вопрос. Эти самые диссиденты – это противники прививок. Антипрививочники – это классический пример проявления теории заговора, примерно такой же, как и теория заговора о том, что американцев не было на Луне. Иногда их называют, сегодня есть такое модное слово, ковидодиссиденты, поэтому этим и отличается, точнее, этим объясняется данная замена. Прививка-диссиденты, такие вот замечательные ребята. Дай бог им здоровья. 29-й вопрос. Рассуждая о гибридном политическом режиме, Екатерина Шульман говорит, что он имитирует демократию и изображает диктатуру. Говоря о последней, Екатерина упоминает накладные альфы. Говорят, что альфы никогда не менялись. Назовите альфы двумя словами. Время.
Итак, мы переходим к приему ответов. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ответы приняты. И давайте узнаем правильный ответ на этот вопрос. Альфа – это усы Сталина. Она говорила про накладные усы Сталина, как бы, которые имитируют, изображают, точнее, диктатуру. Сталин, как только, будучи еще Джугашвили, получил возможность носить усы, как только они стали расти, он их отрастил в классическом виде и не менял их на протяжении всей жизни. Возможно, вы вспомнили другого известного усатого диктатора, Адольфа Лоизовича, но у него усы как раз-таки менялись. Именно второй частью вопроса мы и отсекли данную логическую дуаль. Следующий вопрос, вопрос номер 30. Один артист хора вспоминал, что она прошла, когда он спал, поэтому ему не пришлось делать это. Какие два слова на одну букву мы заменили на «делать это»? Время. Время вышло. Мы принимаем ваши ответы. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Форма закрыта. Правильный ответ на вопрос номер 30. Пускать петуха. Она – это ломка голоса. Один артист хора вспоминал про то, что у него ломка голоса прошла буквально во время сна, поэтому он перешел, так сказать, с одного регистра на другой, без всякой проблемы для своей работы. Если вы ответили каким-то образом по-другому, по форме, двумя словами на одну букву, имея в виду именно данный ответ, и он действительно подходит, то мы, конечно, зачтем. Просто я другого дуального ответа придумать не смог. Вопрос номер 31. Восхищаясь игрой Олега Янковского, кинокритик отмечает, что тот отлично умеет делать это. В фильме 1982 года это качество проявилось максимально ярко. Какое слово мы заменили словами «делать это»? Время. Итак, время вышло. Мы ждем ваши правильные ответы.
а неправильные не ждем. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Время вышло. Форму мы закрываем. Правильный ответ на вопрос номер 31. Молчать. И зачет синонимичные ответы. Не говорить, не произносить ни слова и так дальше. В фильме «Дом, который построил Свифт» герой Янковского не произносит ни слова. И при этом играет, между прочим, главную роль. Олег Янковский, по мнению кинокритика, обладал такой харизмой, что даже молчал с большим талантом на экране. Следующий вопрос, вопрос номер 32. Для обнаружения подземных ходов вьетконговцев американские солдаты иногда использовали иксы, которые брались у представителей одного из родов войск. Назовите икс словом греческого происхождения. Время. Итак, время вышло. Задаем бланки. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Форма закрыта. Давайте узнаем правильный ответ на этот вопрос. Это стетоскоп. Ну и, соответственно, военные медики помогали американским пехотинцам узнать, где вьетконговцы копают свои подземные ходы. Как известно, во время Вьетнамской войны граждане Вьетнама активно использовали подземные коммуникации. Ну а стетоскопом можно прослушивать не только больных. Следующий вопрос. Вопрос номер 33. Чтобы не терять клиентов, специалисты в интернет-коммерции советуют придумать хорошую альфу. Если вы не хотите потерять балл за правильный ответ, вы тоже можете придумать хорошую альфу. Какое слово мы заменили на альфу? Время. Время вышло. Мы ждем ваши ответы. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Время закончилось. Правильные ответы мы сейчас увидим.
Это заглушка, зачет затычка. Заглушка — это такое сленговое название для странички, которая обозначает хостинг место сайта, когда он еще не сделан. На ней можно изобразить какую-то картинку красивую или надпись, чтобы не потерять клиента, и чтобы он понимал, что туда можно прийти. Ну а в в интеллектуальной среде заглушкой или затычкой называют ответ, похожий на правду, в котором никто не уверен, но в целом его сдавать надо, потому что иначе можно вообще балл не заработать. Так что если у вас есть какая-то базовая заглушка, то сдавайте ее, возможно, вы получите балл. Кстати, известный прием и принцип Пушкина является, естественно, такой базовой затычкой. Но это неправильный ответ на этот вопрос. Следующий вопрос, вопрос номер 34. По мнению ученых, иксы помогают лесам накапливать углерод, активно прореживая биомассу. В известном произведении Икс просит примерно 100 килограмм. 100 килограмм чего? Время. Время вышло. Сдаем бланки, если вы их еще не сдали. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Итак, мы закрываем табличку. Точнее, мы закрываем форму ответов, конечно. И узнаем правильный ответ на этот 34-й вопрос. Шоколада просит прислать слон, который позвонил по телефону. Иксы, они же слоны, прореживают леса и таким образом помогают им накапливать углерод. Я, когда писал этот вопрос, столкнулся с потрясающей формулировкой «плотность слонов на квадратный километр». Оказывается, экологи и биологи используют такой чудесный термин. Плотность слонов. Вот было открытие, с чем я с вами делюсь. 35-й вопрос. Джея Бокса власти нескольких стран обвиняли в фальшивом монетничестве, но не смогли довести дело до суда. Все потому, что с точки зрения закона произведения Бокса были первыми, а сам автор таким образом оставался вторым. Назовите первые и второго. Время. Итак, время на вопрос истекло. Сдаем формы ответов. 10, 9,
8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Все. Итак, мы переходим к ответу на 35-й вопрос. Первый – это картины, а второй – это художник. В целом J-Box был художником и выдавал свои произведения за картины. И, кстати, суд так и не смог доказать обратное. А, как говорится, за художественное произведение у нас пока, ну, по крайней мере, в Америке, ну, не за все, конечно, в тюрьму не сажают. Это не фальшивые деньги. Вот большой талантливый человек был, да. Рисовал деньги, расплачивался им. Что характерно, первый раз он нарисовал деньги на салфетке. И расплатился он этими деньгами с официанткой. Точнее, он нарисовал 50-долларовую купюру. Значит, сидя в кафе, подошла официантка, забрала эту салфетку, и он, ну, как деньги ушла. И, в общем, Бокс удивился и понял, что можно это продолжать дальше делать. Такие дела. Следующий вопрос, вопрос 36-й. Последний вопрос сегодняшней игры. По всей видимости, ее название «Бузина Доро» переводится на русский язык как «золотая барка» и не имеет прямого отношения к античной мифологии. С каким обрядом она связана? Время. Итак, последний вопрос был сыгран. Время на него закончилось. Мы принимаем ваши ответы. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Время вышло. Мы получили последние ваши ответы. И теперь узнаем правильный ответ на 36-й вопрос игры. Это обручение с морем. Бузина Доро, она же Буцентавр. Название церемониальной галеры венецианских дожей, а не подвид кентавра, как некоторые могут подумать. Обручение с морем дожей – это классический обряд вступления в должность главы Венецианской республики. Засим шестой тур мы подводим к концу. Он завершается. В целом, после эфира мы продолжим проверять ваши бланки. Вы можете продолжать смотреть за таблицей, следить за таблицей и писать нам различные сообщения про то, что мы вам не зачли ответы, хотя должны были. Всем большое спасибо за игру. Еще раз мы от лица всей лиги и от вас, от игроков, благодарим агентство БНК за предоставленную возможность провести игру в прямом эфире. И напоминаем, что впереди еще будет последний тур, который пройдет ориентировочно 21 ноября. Всем спасибо за игру.